Следует отметить, что за отчетный период мы получили рост раскрываемости как преступлений общеуголовной направленности, так и тяжких и особо тяжких преступлений. Особо следует отметить, что такие тяжкие преступления, как похищение людей с целью выкупа, больше не являются частью нашей повседневной жизни. Резко сократилось количество разбоев, грабежей и убийств. Государственные служащие не являются неприкосновенными лицами с иммунитетом от преследования за превышение должностных полномочий, в том числе в корыстных целях. Доказательством этому является уголовное преследование некоторых теперь уже бывших министров и руководителей государственных компаний и учреждений. Закон в нашей стране един для всех. Для качественного изменения ситуации в деле противодействия коррупции необходимо внести изменения в часть нормативно-правовых актов в Республике Абхазия. Соответствующие законопроекты направлены мной в Народное собрание парламента Республики Абхазия в сентябре 2021 года. Надеюсь, в ближайшее время они будут приняты. Отдельно хотел бы обратить ваше внимание на вопрос обеспечения безопасности дорожного движения. Это очень волнует нашу общественность. В 2019 году в Абхазии было зарегистрировано 42 тысячи транспортных средств, и это без учета находящихся в стране иностранных транспортных средств, то в настоящее время это количество составляет 68 тысяч. Налицо существенное увеличение дорожной нагрузки. При этом за 10 месяцев текущего года в ДТП погибло 56 человек, так же, как и в 2019. При расчете коэффициента летальности от дорожной нагрузки мы наблюдаем сокращение относительного числа смертей в ДТП на 1000 автомобилей. Это 1,33 в 2019 году и 0,81 по состоянию ноября 2022 года. Но при этом фактическая смертность на дорогах не изменилась. Снижение относительного количества погибших не должно вводить нас в заблуждение. За данными коэффициентов увеличение количества автомобилей, а возросшая дорожная нагрузка выплеснулась в увеличение дорожно-транспортных происшествий на республиканской трассе. Несмотря на проведенную большую работу, а за отчетный период сотрудниками ГАИ выявлено 69 тысяч правонарушений, принятых мер для радикального перелома этой тенденции оказалось недостаточно. Наибольшее количество ДТП происходит в ночное время. Демографические характеристики основных виновников ДТП таковы. Это водители возрастом от 20 до 40 лет, 75% из которых абхазской национальности. Автомобили с задним приводом и автомобили с правым рулем возглавляют этот ужасный рейтинг. Исходя из видов дорожно-транспортных происшествий, основными их причинами по-прежнему остаются выезд на полосу встречного движения, превышение скорости и вождение в нетрезвом состоянии. Мы наблюдаем возросшее количество аварий на республиканской трассе Псоу-Ингур. Надо полагать, так сказывается общий рост количества автомобилей и отсутствие освещения в ночное время, что побуждает нас решать и этот вопрос, как в настоящее время осветительные фонари уже установлены на участке Ачимчира-Кадор и в ближайшей перспективе до Сухума. Кроме того, в планах капитальный ремонт осветительных фонарей от Сухума до Псоу. В будущем году мы к этим работам приступим, и эта задача будет решена. Именно поэтому мной было принято решение об ужесточении санкций за несоблюдение правил дорожного движения. Нашей целью является бескомпромиссная борьба с самым непредсказуемым и опасным видом нарушения ПДД – вождением в нетрезвом виде и вождение на большой скорости. Если сейчас за вождение в нетрезвом виде полагается штраф в размере 200 МРОТ, а неуплата штрафа в 30-дневный срок приводит к лишению прав на срок 1 год, то мы предлагаем ужесточить данную меру и вместе с уплатой штрафа сразу лишать прав нетрезвых водителей сроком на 6 месяцев, а при неуплате в месячный срок лишать права на 1 год. За управление транспортным средством лицами, лишенными права, вместо штрафа, как это практикуется сейчас, будет административный арест. Тут написано 5 суток, я думаю, что на 15 надо. И увеличение срока лишения прав на 1 год. Точно так же будут ужесточены меры
за невыполнение водителем законного требования сотрудника милиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Это арест сроком на 15 суток с лишением прав на срок 6 месяцев. То же деяние, совершенное повторно в течение года, арест сроком на 30 суток с лишением прав на 1 год. В настоящее время по моему поручению в МВД разработан проект программы по созданию единой системы фото-видеофиксации правонарушений. В целях улучшения ситуации в области дорожно-транспортной безопасности была разработана целевая программа организации системы фото-видеофиксации на дорогах Абхазии. Целью программы является предупреждение и профилактика нарушений правил дорожного движения. Планируется установка 80 стационарных и 15 передвижных комплексов фиксации правонарушений на республиканской трассе и городских дорогах Абхазии. В настоящее время проект рассматривается в правительстве. На разработку и внедрение системы предусмотрено 203 миллиона рублей. Нами предприняты меры по улучшению материального обеспечения сотрудников органов внутренних дел. В частности, с середины 2020 года по настоящее время увеличение средней заработной платы работников МВД составило 70%. За отчетный период нами было приобретено 144 автомобиля для нужд органов внутренних дел на сумму 126 миллионов рублей. Это такая поддержка Министерства внутренних дел в военный период никогда не оказывалась. Еще 12 специализированных автомобилей мы ожидаем к концу нынешнего года. На их приобретение выделено 12 миллионов рублей. Для снаряжения сотрудников Министерства вещевым довольствием было приобретено вещевое имущество общей стоимостью 21 миллион рублей. Также были приобретены специализированные технические средства на сумму 18 миллионов рублей. Средства радиосвязи обошлись в 10 миллионов рублей. Итого на оснащение личного состава органов внутренних дел было выделено дополнительно 190 миллионов рублей за отчетный период. Мы будем планомерно улучшать материально-техническое снабжение органов правопорядка, приложив все усилия для увеличения эффективности их работы.